Вы смотрите итоги дня на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И в начале об основных темах этого выпуска. Ленск с опережением реализует федеральную программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Наш корреспондент расскажет об этом подробнее. В этот день ровно 8 лет назад состоялось воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. В республике состоялись мероприятия, посвященные этому важному историческому событию. Научиться новому и поделиться опытом в столице республики проходит школа местного эксперта, где собрались специалисты различных направлений, как из республики, так и из-за ее пределов. Насладиться книгой за чашкой кофе и не только. В Национальной библиотеке запустили проект «Свободная библиотека». Совсем новый формат распространения информации. Сохранить любовь и передать свои знания подрастающему поколению. В свет вышла книга «Золотые семьи Якутии». Героев книги чествовали сегодня в торжественной обстановке. Организовать досрочный завоз грузов для бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения и энергетики – важнейшая задача. Об этом сказал глава республики, открывая сегодня совещание по обеспечению социально-экономической безопасности в регионе. Кроме того, он сообщил, что поддержку от правительства в этом году получат все основные отрасли, в том числе и строительная. В этом ключе важным является прямое участие государства в строительной сфере. Поэтому будут поддержаны проекты по созданию производств строительных материалов. Глава также отметил о необходимости в сегодняшних условиях максимально привлекать в отрасль местные трудовые ресурсы. Самая главная задача, которую поставил глава республики, это не снижать темпы развития, не снижать темпы строительства, продолжать их наращивать и реализовывать все программы, которые мы сейчас в этой сфере активно реализуем. Прежде всего, это программа по строительству жилья. Эта программа у нас каждый год идет на увеличение. Напомню, что в 2024 году мы уже должны ежегодно будем сдавать более 800 тысяч квадратных метров жилья. Поэтому к этому мы идем целенаправленно, темпы не снижаем. И те планы, которые у нас есть, мы выдерживаем в полном объеме. Ленск с опережением реализует федеральную программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Сейчас идет строительство домов уже для последующих этапов проекта. Ленчане, выбравшие компенсацию, получают ее заблаговременно. Подробнее в материале Анны Кожевниковой. Самые крупные строительные проекты в Ленске реализует компания «Три семерки». Сейчас они возводят жилой комплекс в районе центральной больницы. Буквально последние штрихи, и новые дома будут радовать участников программы переселения, которая успешно и с опережением реализуется в Ленске. В этом жилом комплексе планируется сдача 168 квартир. Мы в этом году начнем уже строить квартиры под этап 2023 года. То есть у нас ведь по большому счету этап длится 2 года. То есть в 2023 году мы должны будем построить жилье и людей переселить до конца 2024 года. Вот если мы сегодня будем вперед строить жилье по этапу 2023 года, то год в год люди у нас переедут. Мы проговорили с правительством республики, с Минстроем, дирекцией жилищного строительства о том, что мы начинаем сегодня реализовывать уже этап 2023 года. Выплата компенсации за аварийное жилье тоже идет с опережением. Участники программы переселения уже получают денежные средства за дома, попавшие в этап 2022 года. Но желающие переехать в новые квартиры ожидают завершения строительства. Сейчас в жилом комплексе в переулке Нюйском возводят межквартирные перегородки, производят электромонтажные работы, готовят стены к штукатурке, проводят тепло- и водоснабжение внутри здания. Как мы помним, у строительной компании «Три семерки» возникла проблема с подключением к центральному тепло- и водоснабжению этого объекта. До сих пор не нашли общего знаменателя. Вопрос обсуждается на разных уровнях, проводим совещания, переговоры. Мы предполагаем выполнить сети самостоятельно, а там уже как ЛПТС решит с подключением, так это произойдет. На другой стройке по улице Рабочей компании Республиканского ипотечного агентства тоже полным ходом идет возведение 2 домов. 3-подъездного 8-этажного и для одноподъездного 9-этажного заложен фундамент. Фасадные работы в стадии окончания, отделочные работы начаты сейчас, начаты работы по кровле.
Второй дом на сегодняшний день комплектация по панелям где-то только 70%. Поэтому монтаж панели будет произведен осенью и сдача сместится, скорее всего, на следующий год. Сейчас первый подъезд 8-этажного дома подключают к отоплению для того, чтобы ускорить процесс внутренних отделочных работ. К маю их планируется завершить. Этот дом будет сдан к августу 2022 года. И 128 ленчан смогут стать обладателями нового, комфортного жилья. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В столице региона продолжается капитальный ремонт проспекта Ленина. Так, с середины февраля на участке от Орджоникидзе до улицы Курашова началась фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, закрепление оси трассы дороги и переустройство коммуникаций. Основные особенности капитального ремонта автомобильной дороги по проспекту заключаются в устройстве нового основания дорожной одежды и стабилизации слабых участков основания дорожного полотна. Эти работы субподрядчик планирует завершить до конца этого месяца и приступить к следующему участку дороги. По информации окружной администрации города Якутска, с 22 марта до 31 октября текущего года будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Ленина на участке от улицы Курашова до улицы Короленко. С 22 числа планируем перекрытие участка от улицы Курашова до улицы Короленко. Вот здесь также будем производить работы по выемке грунта и устройству также стабилизационных слоев. Работа будет вестись у нас на двух сразу участках. От площади Орджоникидзе до Курашова будем заниматься устройством основания. Захватка от Курашова до Короленко – это разработка грунта. В принципе, идем в графике. Пока что отставаний нету. Россельхозбанк продолжает работу в штатном режиме и в полном объеме. Никаких изменений в порядке взаимодействия, а также в работе отделений и сети самообслуживания нет. Об этом нашему телеканалу сообщили представители банка. У клиентов Россельхозбанка на территории всей России сохраняется возможность использовать банковские карты с платежной системой Visa и MasterCard. Помимо этого, банк выпускает карту МИР Union Pay, которой можно пользоваться в 180 странах. Так как она работает через китайскую партнерскую платежную систему, карта позволяет совершать покупки на зарубежных сайтах. На данный момент, получается, мы единственный банк, который оформляет эту карту по всей республике, во всех наших офисах это можно оформить. Вот. И также эта карта может быть выпущена как карта МИР, то есть копейджинговая, да? То есть внутри страны можно использовать ее карту МИР, а при выезде за границу уже она будет как Union Pay работать. Очень удобно для клиента. К другим темам. Своих не бросаем и поможем всем миром. Эти лозунги воплотили в жизнь некоммерческие организации, предприниматели и простые граждане Якутска, которые за короткий срок смогли собрать гуманитарную помощь для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Более 3 тонн одежды, продуктов, средств гигиены, книг, учебников и игрушек отправят якутяне в Донбасс. В Центр по работе с волонтерами практически ежедневно поступают новые коробки и сумки с вещами, предназначенными для тех, кто в них сейчас особо нуждается. В целях оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик в Якутии создан оперативный штаб, а также организован пункт приема гуманитарной помощи. На сегодняшний день собрано более 3 тонн вещей, продуктов питания и других предметов первой необходимости. В ближайшие дни мы направим 2 тонны груза в Белгородскую область. Руководством Республики Саха-Якутия по согласованию с Главным управлением МЧС России по Республике Саха-Якутия далее будет груз направлен в Донецкую и Луганскую народные республики. В Южную Якутию продолжают прибывать беженцы. По инициативе Общественной палаты и Центра добровольчества Якутии Российского Красного Креста в регионе открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой республик. А для решения организационных вопросов создана специальная рабочая группа. Вновь прибывшим оперативно оказывается поддержка. Те, кто приехал, это семьи уроженцев Украины, которые работают в компании «Колмар». В городе открыт пункт размещения беженцев и эвакуированных на 80 мест. Сегодня в непростое время очень важно не быть равнодушным и протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Нерюнгринцы не остались в стороне от чужой беды и готовы оказать поддержку. На сегодняшний день в Нерюнгринский район прибыло 32 человека. Из них 18 несовершеннолетних.
К сведению граждан, прибывающих на территорию нашего района, хочу проинформировать о том, что им необходимо обратиться в отдел миграции, а также в Управление социальной защиты населения. Наше управление оказывает гражданам содействие в оформлении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого прибывающего, а также по иным различным вопросам в случае необходимости. Например, оказываем содействие в трудоустройстве, оказываем содействие в оформлении несовершеннолетних в образовательные учреждения, в получении гуманитарной помощи и прочее. Кабинет под номером 115 на первом этаже общежития Алданского политехникума уже знают многие алданцы. Несколько дней назад здесь открылся пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей из Луганской и Донецкой республик. На приеме вещей дежурят студенты. Ранее ребята организовывали сборы и передавали багаж общественной организации, которая направляла помощь в пункты временного размещения беженцев. Стационарный пункт, работающий в общежитии на постоянной основе, был открыт по инициативе активистов политехникума. Продукты и детское питание, одежда и бытовая химия. Поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, может каждый. Я пошел на это дело, так сказать, по собственному желанию. Ведь каждый человек должен помогать другому. Мы собираем провизию, какие-то вещи, одежду, тетрадки, ручки. Мы дежурим в 115-м кабинете с 2 до 4 и ждем здесь не только студентов и преподавателей техникума, но и всех проживающих в городе Алдан. 18 марта в Российской Федерации отмечают годовщину исторического события, значение которого невозможно переоценить. 8 лет назад, в 2014 году, состоялось воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, после того, как жители обратились к России с призывом защитить их права и саму жизнь. Отметим, что в этом году мы не просто празднуем Крымскую весну, но и выражаем поддержку жителям Донбасса, российской армии и президенту страны. Столица Якутии не стала исключением. Сегодня на Комсомольской площади прошел праздничный митинг, посвященный этому важному историческому событию. Дорогие друзья, мы сегодня отмечаем замечательный день, великий день в истории нашей страны. 8 лет назад Крым и Севастополь воссоединились с нашей великой страной. Земля Крыма обильно полита кровью ее защитников и в Крымскую войну, и в Великую Отечественную войну, и среди них тысячи и тысячи якутян. Уже свыше 100 лет в Севастополе есть улица Якутская. У нас здесь, в городе Якутске, улица Севастопольская появилась 8 лет назад. И, конечно же, мы все понимаем, что тогда восторжествовала историческая справедливость. Сейчас этот день мы отмечаем в непростой обстановке. Наши вооруженные силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию, которую начал наш президент, чтобы защитить жизнь и здоровье простых людей, которых 8 лет убивают за то, что они просто говорят на своем родном языке. Мы сегодня на Донбассе и на Украине защищаем будущее нашей страны, будущее наших детей и внуков. И на нашей стороне справедливость и правда. И это значит, что мы обязательно победим. В третье воскресенье марта традиционно отмечается День работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня в зале Республики прошло подписание соглашения по направлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики между профильными министерствами и учреждениями региона. Документ в первую очередь станет основой для выработки совместных решений тех или иных задач. Кроме того, на мероприятии наградили наиболее отличившихся работников ЖКХ и сферы обслуживания. Награды в торжественной обстановке вручил Дмитрий Садовников. Безусловно, всех интересуют вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона, с подготовкой отопительного сезона следующего года, 22-23, в связи с последними событиями. Здесь мы более чем уверены, что подготовимся к прохождению отопительного сезона. Связано это с завозом топливно-энергетических ресурсов, подготовкой непосредственно ресурсоснабжающих организаций к прохождению отопительного сезона. Это выполнение ремонтных программ, инвестиционных программ.
В Якутск съехались представители некоммерческих организаций 17 муниципальных образований. Здесь для них организована школа местного эксперта. В течение нескольких дней эксперты проводят тренинги, мастер-классы и практические занятия. Подробнее о мероприятии расскажет мой коллега Александр Хавренко. Изменить к лучшему свой дом, улицу, поселок, город. Задача, которую способен решить каждый из нас. Главное, чтобы была мотивация и люди, которые могут этому научить. Именно для этого в Якутске проходит школа местного эксперта, которую организовал Единый ресурсный центр поддержки НКО. Члены некоммерческих организаций из 17 муниципальных образований съехались, чтобы прокачать свои скиллы и поделиться наработками с коллегами. Основная цель – это, конечно, повысить качество жизни у нас, на наших территориях. Основная цель, чтобы понять, что государство – это мы, все в наших руках. И от наших инициатив, от наших проектов будет зависеть то, в каких условиях, на каких территориях мы будем жить. Будет зависеть от того, насколько минимизированы будут социальные, экологические и другие проблемы. Я вообще считаю, что некоммерческие организации, общественные инициативы – это и есть тот столб, на котором держится развитие территорий. Несколько лет назад первая подобная школа была проведена в Алтайском крае. И поэтому одним из главных приглашенных экспертов была Светлана Чуракова, председатель Алтайской краевой общественной организации «Поддержка общественных инициатив». И мы решили, что этот опыт будет очень полезен здесь у вас в Саха-Якутии, потому что, похожие территории. И с точки зрения климатических условий, с точки зрения того, что небольшие села. Мы хотели бы поговорить с людьми, это местные эксперты, да, для них очень важно понять, как работать с людьми, как мотивировать добровольцев для того, чтобы они делали полезные и добрые дела, как изменять жизнь человека к лучшему, при этом, чтобы сам человек в этом участвовал. Важно отметить, что участники школы приехали подготовленными и заряженными на обучение, готовы учиться и перенимать новый опыт. Приехала сюда, потому что хотелось бы прокачать свои навыки как общественного деятеля, как лидера, который может за собой повести людей для того, чтобы менять жизнь к лучшему. Могу сказать, что данное мероприятие должно проводиться регулярно, потому что получается огромный опыт, обмен с другими участниками данного мероприятия, с другими улусами. Очень много налаживается контактов. Мы получаем необходимые кейсы, какие-то решения каких-либо проблем. За 3 дня работы школы местного эксперта слушателям предстоит проработать много моментов. Но, возможно, именно благодаря этим занятиям в нашей республике появятся мотивированные лидеры, способные изменить жизнь на конкретной улице, в конкретном селе или городе и, в конце концов, в республике в целом. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. В связи с санкциями от западных стран киноиндустрия встречает трудности. По оценкам специалистов, из-за отмены прокатов зарубежных новинок кинотеатры могут потерять до 80% выручки. Поэтому как никогда поддержка отечественной киноиндустрии выходит на первый план в сфере культуры. Об этом сегодня говорили кинорежиссеры, сценаристы и работники кинотеатров на встрече с заместителем правительства региона Сергеем Местниковым. На открытой площадке рассуждали, обменивались мнением, какие меры нужно предпринимать и как дальше развивать свою якутскую кинопродукцию. В том числе было озвучено предложение о льготном кредитовании частных кинокомпаний через фонд поддержки предпринимательства. Наша задача, наверное, стоит в том, чтобы улучшить качество и продаваемость именно отечественных фильмов. То есть государство, мне кажется, должно обратить внимание именно на это, да? То есть научить народ ходить на собственные фильмы. Слава Богу, наша республика Саха с этим проблем не имеет. Она очень любит свое национальное кино. И поэтому для якутских кинотеатров еще есть хоть какие-то шансы продержаться. Но на это уйдут время. Это нельзя будет решить завтра или послезавтра. То есть мы все к этому готовы. И вот как раз таки вот такие совещания, то, что государство уже обращает на это внимание, это очень хорошо. И я уверен, если не сегодня, то завтра мы эту проблему обязательно решим.
Теперь в Национальной библиотеке можно почитать за чашечкой ароматного кофе. Или рассуждать о разных интересных темах с друзьями, заниматься в мастер-классах, в творческих клубах и даже оплатить жилищные услуги. Так, сотрудники Национальной библиотеки запустили проект «Свободная библиотека». Это совсем новый формат распространения информации. Так, на втором и третьих этажах созданы пространства, где можно обмениваться идеями и опытом. Также можно найти нужную информацию в электронной библиотеке, пользоваться электронным каталогом, посмотреть выставки, послушать пластинки, участвовать в различных треках и семинарах. В рамках Free Library у нас функционирует два центра. Это сервис-центр на втором этаже и актив-центр на третьем этаже. У нас на втором этаже предлагаются такие, зоны обслуживания, как кафедра регистрации, отдел периодических изданий, сектор электронных услуг, зал каталогов и новое пространство. Это кофейня One Day, которая предлагает для наших читателей свободные рабочие места с бесплатным покрытием Wi-Fi. Также у нас там фонд с очень прекрасным фондом, с ассортиментом от художественной литературы до нон-фикшена. То есть за чашечкой ароматного кофе читатель может читать книги в режиме читального зала, либо брать книги на дом. На третьем этаже у нас предлагаются услуги актив-центра. Здесь у нас такой пространство для ивентов, для встреч. Всю жизнь рука об руку вышел в свет 7-й выпуск книги «Золотые семьи Якутии». Летописи семейного наследия республики, приуроченные к столетию ЯССР и году матери в Якутии. В эту книгу вошли материалы о 105 семьях, которые через долгие годы принесли любовь друг к другу, доверие и верность и передали свою житейскую мудрость и богатый жизненный опыт своим детям, внукам и правнукам. С 2008 года вышло уже 7 выпусков, каждые 2 года. Конечно, это очень большая организационная работа. Существует положение, существует межведомственная комиссия, которая утверждает эти семьи. Кандидаты для этой книги выбираются в УЛУСах на уровне муниципальных образований, в Якутске на уровне округов, либо общественные организации могут выдвинуть. И с каждым годом участников книги становится все больше. Если в первой книге у нас было 53 семьи, то в 7-м выпуске уже 105 семей. В торжественной обстановке чествовали героев книги семьи из разных районов республики, которые прожили в браке более 50 лет. От имени главы республики Айсена Николаева и столичного градоначальника Евгения Григорьева семейным долгожителям вручили памятные подарки и букеты. Ну и, конечно, прозвучало много теплых слов в адрес тех, кто своим примером вдохновляет молодое поколение на долгую и счастливую семейную жизнь. Семья – это полотно, которое нужно ткать каждый день. Какую соткали картину, такой и любоваться будем завтра. Я думаю, наши семьи соткали очень красивую, благородную картину. Спасибо вам за это. Новосемейная пара Наумовых Мария Егоровна и Дмитрий Иванович, которые в конце марта будут отмечать 62 года совместной жизни, поделились своим секретом семейного счастья. Браки мы 60-го года. Мы поженились 27 марта. Через 10 дней у нас будет 62 года, как мы совместно живем. Чтобы совместно жить, надо иметь дружбу. Да. Дружбу, доверие друг к другу. Чтобы доверяли друг другу, Вот так. посоветоваться, чтобы разногласий не было. На этом у нас все новости. Именно таким мы запомним уходящий день. Всего доброго и до новых встреч в эфире.